Бисмиллахи, альхамдулиллахи, ассалату вассаляму аля расулиллах. Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня мы вам расскажем о высокой нравственности в исламе. Знайте, что высокая мораль берется из шариата, свода исламских законов и прав, разумом, который является даром, созданным Богом в сердце человека. И с помощью этого дара облегчается понимание необходимых и абстрактных знаний. Одно из самых лучших, что исходит от разума, высокая нравственность и культура. Не бывает культуры без разума, и разум не достигает совершенства без культуры. Поэтому обучением культуре и этике обогащается разум. Нравственность – это норма поведения человека, его моральные качества, поступки, внутренняя духовная жизнь. Нравственность бывает двух видов – похвальная и порицаемая. Похвальная нравственность бывает у некоторых людей как врожденное качество, но все равно человек должен обогащать свои знания путем постоянного изучения этики и морали пророка Мухаммада, мир ему, знакомства с его биографией. Порицаемая нравственность также бывает врожденной, и необходимо ее искоренять путем самоконтроля, путем приобретения знаний и овладением этикой и культурой. Нравственность приобретается при общении с друзьями, но она будет здоровой при общении с хорошими людьми и испорченной в результате общения с плохими. Каждый разумный человек должен трудиться для получения знаний с целью усовершенствования своего характера, приобретения похвальных качеств, славы и почета. Будь самостоятельным и не будь знатным, то есть будь таким человеком, который своим трудом достигает почтения, и не будь таким, который использует славу и известность своих предков, а у самого нет похвальной нравственности и культуры. Бог Всевышний создал человека и дал ему два качества. Одно качество подобно тому, что есть у ангела – разум, рассудительность и знание. Другое качество подобно тому, что есть у животного – сила, похоть и прожорливость. Кто старался развить умственную деятельность, углублять знания, руководствовался в своих действиях требованием рассудка, то есть способностью логически мыслить, рассуждать, тот достоин почтения, подобно ангелу, благодаря его непорочности и прекрасной нравственности. А кто тратил свое время для любви к физическому, телесному, для животного наслаждения, питался так, как питается животное, тот достоин быть среди животных. В Священном Коране сказано «Хузил афва ва амур биль урф ва арид аниль джахилин», что означает «Умей прощать, побуждай к добру и не отвечай тем же, что говорят тебе невежды». Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.